Почему большевики пытались стереть древнюю уйгурскую цивилизацию и подменить ее тюркской? Современные тюркоязычные народы имеют сложный генофонд, включающий разные гаплогруппы. У уйгуров значительна доля R, у якутов N, у турок J, у туркмен Q, у казахов C. Но почему языки, на котором они говорят, назвали тюркским? Что мы знаем о тюркском языке, если древние тюрки не оставили никаких литературных произведений? 6000 лет назад жил народ, который называют проалтайцами. Их гаплогруппа C2. На Байкале тогда обитали динлины. Хунну, жившие на монгольском плато, в первом веке нашей эры покинули Восточную Азию. С этого времени динлинов стали называть теле, это предки уйгуров. В 391 году синьби вторглись в Китай, а Монголию унаследовали жужане, одно из телесских племен. Вскоре племя Ашина разгромило жужаней и захватило монгольские степи. Хотя они были родственны теле, но не являлись с ними одним народом. Именно род Ашина и стал родоначальником тех, кого мы называем тюрками. Генетический анализ останков императрицы Ашина, дочери Кагана, жившей в VI веке, показал интересную картину. Ее ДНК на 98% оказалась северо-восточноазиатской и лишь на 2% западноевразийской. Ее митохондриальная линия F1D. Ближайшие генетические родственники – жужане, синьби и кидане, то есть монгольские и тунгусские народы. Тюрки рода Ашина говорили на языке, который относят к алтайской семье. Важнее другое. Письменных памятников от самих тюрков Ашина сохранилось крайне мало. Все основные тексты — это несколько каменных стел, высеченных руническим письмом. Общий объем — всего несколько тысяч слов. И вся эта письменная традиция просуществовала всего около 50 лет в конце VII и начале VIII века. Это хвалебные панигирики каганам, описание подвигов, призывы к единству и жалобы на китайское влияние. Ни философии, ни литературы, ни законов, ничего подобного там нет. Назвать это полноценным литературным языком очень трудно. Уйгуры разгромили тюркский каганат. Тюрки рассеялись, и их руническая письменность быстро угасла. А вот уйгуры создали настоящую письменную цивилизацию. Уйгуры разработали собственное уйгурское письмо, основали скриптории и библиотеки и оставили огромное количество текстов, от дипломатии и права до философских и литературных произведений. И вот здесь возникает парадокс. Русские и советские историки небольшой набор каменных панигириков побежденных тюрков назвали древнетюркским литературным языком, а богатейшую уйгурскую книжную традицию просто объявили ее продолжением. В советской тюркологии эту надуманную концепцию закрепили окончательно. Тюрколог Баскаков, по заданию партии, разработал официальную советскую классификацию тюркских языков, где уйгурский язык с его богатейшей письменной традицией, тысячами рукописей, философскими и литературными произведениями засунул в придуманную карлукскую группу. Хотя карлуки и сами не сохранились и не оставили никаких письменных памятников. Никто не знает, как звучал их язык. Так уйгурский язык вдруг оказался в карлукской группе без самого карлукского языка. При создании национальных республик Средней Азии советская власть не могла признать очевидное, что настоящая цивилизация всей Центральной Азии — это наследие древней уйгурской цивилизации. И центр этой цивилизации находится в китайском Синьцзяне. Вот и пришлось придумывать историю. Однако авторитетные мировые ученые не соглашаются с этой большевистской схемой. Еще в 1922 году Самойлович в своей классификации выделял уйгурский язык в отдельную самодостаточную уйгурскую группу. Турецкий ученый Талат Текин и многие другие также выделяют уйгурский язык как самостоятельную уйгурскую ветвь, а не как часть карлукской группы. Давайте поговорим на древнеуйгурском языке. Древнеуйгурский язык — это исторический язык уйгуров, который развился в уйгурском каганате в VIII веке. На нем говорили и писали не только в уйгурском каганате, а позже и в уйгурских государствах Турфанское идикутство, Кашгарское ханство и каганате Ганчжоу. Для его записи использовали древнеуйгурское письмо. На нем создано богатое литературное наследие. Древнеуйгурский язык и письменность играли важную роль в культурной и интеллектуальной жизни Центральной Азии. Древние уйгуры стали доминирующей силой в Центральной Азии после разгрома Второго тюркского каганата в VIII веке,
основав уйгурский каганат, а затем буддийское уйгурское государство Коча в Таримской впадине. Их культура была глубоко синкретичной, соединявшей уйгурские степные традиции с китайским, сагдийским и индийским влиянием через торговлю, религию и миграции. Уйгуры принимали и продвигали различные религии, включая манихейство, буддизм, а позже и несторианское христианство, оставив после себя огромный корпус рукописей и произведений искусства. Они сыграли решающую роль в передаче знаний по шелковому пути и славились своей грамотностью, дипломатией и городской цивилизацией, что значительно повлияло на более поздние тюркские и монгольские государства. Уйгурская письменность стала государственной в Монгольской империи, а позже и маньчжурской династии империи Цин Китая. Древнеуйгурский язык и письменность постепенно сформировались в язык и письменность чагатайского улуса во всей Центральной Азии. Чагатайский язык сохранил много архаичных черт древнеуйгурского языка и послужил основой для тюркского литературного языка. Важно, что уйгурский язык выступал как язык-эталон, как престижный древний язык с разработанными грамматическими и лексическими формами. Тюркские литературные языки возникали в подражание уйгурскому языку. Давайте послушаем звучание древнеуйгурского языка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocabulary: Burhan, cinta, nirvan, karun, toluk, yaltanmak, köşen, ezmiz, kutal, ürün, ayan, yüme, sekiz yükmek, üze, tengrikan, demek, kamuk bodun, eken, epe, kelpür. Sample text. Бичин yıl altın çay yeti yanığa, manga sabığa, yonlaqlıq xonbu kergek bolup, sinkügen üze suaqlıq, bir şıq 8 küri uruq kirir yerimim basmılğa, toğru tumdılı satım satıq xonbusun. İnçe sözleştimiz, hoşu kirini yorur, 2 uçı kinlid, otra tamgalı, 3500 xonbuğa. Kebezi birle kesiştiğimiz bu xonbuq bitik kılmış kündüze. Men basmıl tükel birtim, men sabı yeme bir eksüksüz tükel sanap altım. Bu yerinin saçısı, ünkün yığaq basmılının yer, küntin yığaq tengrim varharın dağı yer. Kidin yığaq taypuğu ögen, tağdın yığaq uluq yol adırar. Bu 4 sıçı içindeki yerge, 1000 yıl tümen kün küngeteki basmıl lerkilik bolusun.